Новое радио. Новое радио, новое радио. Вместо чашки кофе – пиалка чая. Вместо круассанов – душистый фатир. Вместо сэндвича – самса. Вместо 1000 привет и hello – наш родной салом алейкум. Здесь все свои. Спонсор толк-шоу – компания Z-Mobile. Эй, салам алейкум. Қалай, Беягон. Як, Давай. Мо се нафар, як ҷоягӣ, як, ду, се. Мо мегӯем салом алейкум. Рафтем. Як, ду, се. Салом алейкум! Команда! Камон, всем привет, друзья, еще раз 9:02, ура, в третий час нога наша вступила, и это хорошо. На улице жарко или нет, мы не знаем, потому что у нас Очень кондиционер, жарко. а у нас кондиционер, да-да-да, завидуйте нам. Очень надеемся, что вы тоже где-то там под кондиционером или хотя бы около вентилятора. У нас третий час, а это значит, что мы умножаемся ровно на сколько? На 2. Окей, у нас гости, как и обещали, у нас вообще эта неделя, она насыщенная, у нас гости. Просветительская, как ты любишь Да, говорить. именно. Просветительский, познавательно-образовательный контент. Контент. И у нас уже закончились конфеты. Слишком много гостей. ба фикрам бисёри шунавандаҳо аллакай гуфтанд ки ин радио нав чикор карда бошад, як бора дар илм часпида, як бора рафт ба қисмати эҷодиёт, як бора рафт ба суруду, ба шеъру. Да, ну тут все просто. эҷодиёт. Тут все просто. Закончился учебный год, а это значит, что? Свобода! Ура! Но не только на радио, не на новом радио. Мы решили вот так вот вас просвещать и ля-ля тополя. В общем, давай, Кандиль, как обычно, на тебе представление наших гостей. пеш аз ҳама дӯстони азиз, мо аллакай хотиррасон мекунем ки 2 рӯз пеш аз ҳамин худи як проекти хелеам калон бо дастгирии бунёди мадад дар тоҷикистон, ташкилоти хориҷӣ бунёди мадад дар тоҷикистон ки маъруф бо сорос мо мешинасем, албатта инкишофи эҷодиёти назмӣ ва насрӣ бо забонҳои русӣ ва англисӣ дар тоҷикистон ана мин гуна як проект пешниҳод шуд ки ва айни замон гуфтем як китобе баррасӣ шуда истодааст. Пешниҳоди мо шумо мешавад ба наздикӣ ки тарбият мекунад ҷавонҳои эҷодкорро аз қабили назму наср ва 6 нафар дар як китоб ҷамъ омадан ба қавли дигар эҷодиёташон ва айни замон бошад анамун 2 нафари дигаре ки шумо то имрӯз намешинохтед, мо барои шумо муаррифӣ мекунем ва сараввал роҳбари ин проект мо хотиррасон мекунем ки Зебинисо Расулзода. Бори дигар хуш Еще омадед. раз доброе утро. Мне кажется, наши Здрасте. слушатели уже привыкли к вам, Бали. Пизелинисо. Надеюсь, главное, чтобы я им не надоела. Нет, теперь надо говорить каждое утро в студии Кандиль, Ганджина, Умид и Апизебинисо. Ки. ба фикрам ки пагоҳ аллакай апай Зебинисо соати 9 ки наояд мегӯянд апай Зебинисо наомад ҳамроҳи гурӯҳ Я замеснут Меганки, можно прийти? Ага. Или я еду? Апизебинисо сегодня не одна пришла. Она пришла со своими еще 2 новыми, для нас новыми Бали. людьми, талантливыми, которые пишут стихи. Это Луис Терин и Рашида, да? аммо инҳо нависанда ҳастанд, инҳо шеър эҷод намекунанд. Это ин писатели, нафароне ки фантастику пишут, бале всякие вещи там. А ҳар я- чизе ки актёрҳо дар лозим Я аст. бы хотела сказать Люису, Рашиде, вам здравствуйте, доброе утро, Доброе утро. а Люису аньосеё, Ани так эсия. как, да, Люис у нас знает корейский язык. Да. Да, 안녕하세요. Я правильно произнесла? Я сейчас что-нибудь вспомню. Я знаю. Нет, это не оттуда. Нет, это не оттуда. Единственное, что я на корейском знаю, это дорамы. И все. ягон чӣ гуфтан гиред аллакай дуруст кардан мегирад Луис. Да, ягон чӣ все гуфтан гирад, понятно. дуруст фаҳмидам мегирад. Нихао. Нихао. Все, что я знаю оттуда, из-за рубежа. Слушайте, ребят, как настроение? Хорошее, нет? Да, отличная, просто замечательная. Да, замечательно. Кстати, это Луис, друзья, чтобы вы знали. Луис в целом говорит на нашем, на человеческом. Шуточки за 200 на новом. Рашида, ты как? Все хорошо у тебя? Все нормально? Да, все прекрасно. Ты жива, ты здорова?
Да, пока да. Почему пока видите. будем надеяться постоянно. Окей, друзья, вот эти голоса сегодня наши гости. Да, это голоса, вы их не видите, но если вы заскочите к нам на прямой эфир, то вы их... Как я завертел, закрутил. Классно. В общем, заскакивайте к нам в прямой эфир newradio.tj в Инстаграм, и вы сможете увидеть их своими глазами, своими органами, которыми вы, в принципе, все видите и лицезреете. биёед мегзарем ба қисмати акнун масъалаҳои эҷодӣ. мо биёед таваҷҷӯҳ мекунем сараввал аз ки шурӯъ мекунем? Рашида, мумкин аз Рашида шурӯъ кунем? хуб, Рашида, барои мо мегуфтед ки ин илҳоми навистан, ин илҳоми масалан мо дирӯз бо шоиро суҳбат доштем ва имрӯз барои ман хеле наздиктар аст навиштан, чунки ман баъзан вақт аз рӯи характери эҷодӣ ман кам якчанд сценарий, якчанд пьеса дар замони донишҷӯям менавиштам. Ля-ля-ля, как он... Да. Нужно было ему это сказать, понимаешь? Нужно было, бале, конечно. менавиштам, аммо ҳамин чиз наздиктар аст барои ман. Мехостам бигӯям ки аз кай ба шумо пайдо шуд ин чиз ва дар бораи проект метавонед гап занед ки ин проект чӣ гуна барои шумо тавонист ки боз ҳам имкониятҳои зиёд фароҳам биёрад, то ин ки тавониста бошед масалан андешаҳои худро зиёдтару мукаммалтар кунед. Ну-ка, давай, Хоп. рассказывай, колись, все хотим знать. Да, спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, склонность к творчеству была всегда со школьных времен, потому что я помню, у меня был дневник, я записывала какие-то строки, как стихи, да. А нужно было подавать на оценку. Эх ты. Ну ладно, главное, что дневник использовался хоть Вот. как-то. Я помню, что в 10-11 классе у меня была инициатива создать журнал для школы, и это был ежемесячный журнал, я собрала команду, мы как бы творчески подошли к этому вопросу, Это создавали свой журнал. И вот эта склонность была, но я как-то оставила это все, больше была математика, такие точные науки, вот, и спустя годы почему-то меня снова потянуло вот в это русло, и сейчас уже благодаря вот Зибунисо, ее программе, этому проекту, я снова вдохновилась Бетер. творить, вот. Ну, это здорово, когда ты видишь свой прогресс благодаря проекту, да, я вижу свой прогресс, то есть то, что я писала тогда и то, что я пишу сейчас, это абсолютно разные работы, это уже точная структура, как нужно писать, что нужно, какие использовать тропы, фигуры в работе, в творческой, поэтому, видя свой прогресс, ты вдохновляешься, самовдохновляешься. То есть я не сижу, не жду свои музы уже, я работаю, тружусь. Я не жду Я своей сама иду музы. к ней. Да, Я сама иду ей. своя Бале. муза. В плену держит музу, не Бетарин. отпускает просто. барои ман ҷолиб аст ки аввалин чизе ки шумо пайдо кардед, масалан анамон аввалин ду мисрае ки ҳаст ба хотиратон ҳаст ки чӣ навишта будед аввалин қаламатон, яъне барои эҷодиёти худатон аз чӣ шурӯъ Ну, кардед? это было Яго. очень личное. Мгм. Это была Ага. влюбленность в парня в школе. Аҳа, ну интересно. Хоб, аҷоиб. Вот с чего все Могу, начинается. может быть, 2-3 фразы Давай, вспомнить. 2-3 фразы. Хоп. Как ты смешон, как ты нелеп, как ты ничем не укротим. Мне даже стало как-то жалко тебя, что ты так глуп и нелюдим, но я люблю тебя и буду рядом. Как-то так. Вот если бы не конец «Я и люблю тебя», мне показалось бы, что она уже разлюбила человека. Да, там еще такие строки были, как ненавижу я тебя. Господи. Вот она, женская любовь. Вроде любит, но ненавидит. Это мне было 13 лет. Поэтому... Ты уже тогда была такая жесткая? Видимо, да, это математика. Ты смешон, эй, ты смешон. Ты потому что ты любишь меня, а потому что ты смешон. Есть же. Окей. Суперклассно. Слушай, значит, Луис, да? Давай-ка сразу. Почему именно Луис? Почему не Мартин? Почему не Давид? Почему не Голиаф? Почему именно Луис? Ну, получается так, что у меня самый любимый роман, Так. цикл, который написал Роберт Джордан, Мгм. называется «Кольцо времени». Мгм. И там главный герой, который уничтожил мир, А. его зовут его зовут Люс Террин Теламон. Мгм. Я его Мгм. просто взял, вот этого героя, как свой псевдоним. Ты, Что хорошо, будущее? как псевдоним ты используй, но не делай то, что он делает, хорошо? Не разрушай мир, да? Не разрушай мир, тут он и так кандиль. Вот, значит, Пишет у нас Луис фантастику, да, Фантастику, да, получается? ты пишешь, В получается? основном пишу фантастику. Очки тоже, получается, под Гарри Поттера подбирал. Да, специально, чтоб А шрам видишь. что не сделал? А он стерся. Шрам Такая стерся. жара на улице. Да ты возьми его и навсегда сделай конкретно так, А чтобы это было. больно. А
А что ты хотел? А что ты хотел? ба Вот так фикр вот. макун гуфтаи судаe ки барои шумо ман кӯмак кунам, а? Наздиктар ба ман изода. Прям сидишь под правой, как говорится. Ладно, Луис, скажи, вот фантастика, да? Да. Это вообще сложно или как? Ну, для меня фантастика более легче, потому что у меня нет ограничений, я могу Мгм. писать про все, что угодно, и создавать там свои законы, которые просто невозможно. Ну, я стараюсь и придать им логичность. А, Так. есть, да, Они- то есть цепочка Да, логическая логика, я всё-таки? стараюсь Мгм. не отходить прям, чтобы человек съел 3 тонны картошки, например, да, чтобы не А вылететь это, кстати, просто. хорошо. Мне нравится эта идея. 3 тонны картофана. А что тогда фантастика? Это про какие-то эффекты, что ли, или что? Это монтаж, Получается, Гончина. Нет, там есть волшебство, магия, такие потусторонние силы всякие. Так. Но они тоже по своим законам идут, не отходя от каких-нибудь ограничений, например, чтобы человек там, не знаю, он был не полностью всемогущий, чтобы... Чтобы не съедал 3 тонны картофана. Люди еще есть на земле. Есть. Слушай, тогда такой вопрос. Как называется твое произведение? Хоть какое-либо, просто назови нам. Который мы сейчас за Бунисо, его, над ним, которые работали, Мгм. которые мне очень сильно помогли, оно называется «Книга царей». Книга Мгм. царей. Да, Ага. оно скоро выйдет. Он точно хочет уничтожить этот мир. Это однозначно. Собрать всех царей, да, и уничтожить Ну, мир. там И кто там у прочтете тебя там в почти. главный, как говорится, ролик? Что за царь? Тобой придуманный или это какая-то личность историческая? Нет, я его сам просто создал. Ага. Изначально нужно было, чтобы царь, который... Точнее, я хотел его сделать, чтобы каждые цари, они уничтожают себя, чтобы пришел новый царь. Но потом я его сделал, чтобы один царь правит больше, чем надо. Царь уничтожает себя, чтобы пришел новый царь. Это чтобы держать баланс и мир, и не дать... Путем вот этого ритуала, скажем так, да? Это они еще и сдерживают. ритуал, То ядрить есть, мадрид. Это наверное, был когда ритуал, да. ему исполняется определенное количество лет, да? Скажем, он 18. уничтожается, как-то испаряется или что? На 2 года. Ну, эти ответы вы больше найдете в самой книге. потому что А, это- вот к чему яъне барои отсылка. ёфтани ҷавоб ҳатман ки китоби ин бародар Маркетолог Луисро от Бога. хондан дар кор. Ага, Это что-то ага. вроде напишите мне в директ. Да, Подробности да, в да. директ. Или вот вам демо-версия, хотите услышать больше, заплатите, пожалуйста. Вот вам Ссылочка в шапке PayPal. профиля. бе ягон дилагӣ бе ягон гуфтугӯ шунавандаҳо ҳам метавонанд аллакай ворид шаванд китобро харид кунанд ва Чё они? баъдан бисёр маълумоти кофӣ мегирад, на? Да? дар ин ҷо маълумоти кофӣ намешавад, а? кофе бад намешавад. кофӣ бад намешавад. Вы сейчас работаете вот. над этой книгой или она уже есть? Мы его уже закончили. Уже Да, закончили. мы а. Уже закончили. Уже готовится. Ты смотри. А обложка какая будет? Готовится к публикации в составе сборника. Уже скоро. В составе сборника. В составе Отдельно Ага. это как сборника, бы, да. да. Ну, вы Это отдельно электронная тоже книга попробуйте. будет? Или Нет, как? это будет Это прям печатная. книга печатная, да? ҳатман ки як На шумора ба печатной радиои машинке. нав мешавад охира. Да, шумора да, ба радиои нав обязательно мешавад. поделимся с вами, Аҳа. конечно. ҳатман аз рӯи яъне вақте китобро ба мо овардан туҳфа мо акс мегирем дар инстаграм мепартоем фурӯш да баромад гуфта реклама метим. И обязательно разыграем еще. Ага. Если нам, конечно, 2 Кандиль варианта будет дадут. снимать фильмы, да, походу, по аз сценарию? рӯи сценария Все, бале. Кандель, бале. ты нашел сценариста. Если ты захочешь снять что-то в стиле Фантастическое. фантастики, да, Я буду то рад. вот у тебя Луис есть, Вот, благодарю. а Рашида добавить ненависти. А там и так Да. предостаточно. Главным персонажем, там же обычно есть же персонажи, которые друг в друга влюблены, и вот они будут, ты смешон, я тебя Я ненавижу. Фантастический. Это у нас писатель, да, получается, или как? Как тебя правильно? Да, писатель, Писатель. творческий человек. Просто Ага. творческий человек. Как это модно сейчас стало? Творческий Я человек. думаю, ваша работа тоже тут как бы творческие люди. бале. Тут все собрались Акрон, творческие аз люди, ин- да? аз ин Позитивно. бар меояд ки ӯ гаварид карда истодааст ки мо ҳама як гурӯҳ ҳастем барои ҳамин мода ягон заданиҳои безебнатия Намешават, намешавад. намешават. Все проходили испытания, вы тоже будете, поэтому не надо. Вот сейчас вот не надо нам вот это вот лапшу на Уйдете уши еще вешать. сильнее из этой студии, да. Луис, шоколадку не даем им. Так надо было сразу Я с что-то хорошего подумал. Я И что-то подумал. вариант иде, да, вариант аллакай, Да, вариант. ҳаст. Слушайте, народ, тогда, ну, коль уж мы все тут творческие люди, да, как вы правильно заметили, творческие единицы, прикиньте, кто бы мог подумать. Вопрос, значит, вот при каких обстоятельствах легче всего пишется? Обычно, больше всего красивее
приходит идея, когда я включаю либо рок-музыку. Рамштайн слушаешь? О, Какое? Рамштайн. Нет, не такое. Ну, Ну, у меня Линкин... Ну, свои у меня есть. А, там. то Линкин, есть ты сказал это- Линкин Пак. Да. Базар Джух Кинг Краба дядя. Всё. Молодец. Вот это зачет. Я понимаю, молодежь, да? О, да. Funny, fruity, funny. Yes, of course. Yes, хи-хи. Какие-нибудь. Вот этот трек, короче. Ну да, такое, это больше всего слушаю. И эпичные музыки. О, Очень сильно помогают. Ну, ты прям сказал эпик. мир происходит, там перед глазами создается все уже там, ну, обычно более разрушающий. Герои Чё тебя так могущественные тянет на вот слишком. это разрушение-то, а? Ну, нужно, чтобы сначала разрушить, чтобы построить Чтоб более красивее. созидать. Ты смотри, ты смотри. Мгм. Файлософ. Файлософ, Чё что кунем? поделаешь? Чё кунем? ба ин гуна ҷавонҳо чӣ кор кунем? Намедонам. 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 На то я и фантаст. На то я и фантаст. Да. Давай, более низким голосом. На то я и фантаст. Давай. На то я и фантаст. Молодец. Нормально, нормально. Вот такой Гарри Поттер мне нравится. Хорошо, Зибапа, теперь вернемся к вам, наконец-то, да. Мы вспомнили, вы тоже у нас есть. Так вот, Зибапа, много было фантастов? Вообще, в целом у нас много в Таджикистане фантастов? Или Луис у нас один из избранных? Но получается, этот жанр, он не особо как бы развит в нашей литературе. Да, были в советское время 1 или 2 писателя, которые писали в этом направлении какие-то произведения. Но сейчас вот среди нынешних современных писателей я пока еще вот не встречал, поэтому очень творчество Льюиса, он показалось нам очень интересным. Что Мгм. это, знаете, это для того, чтобы писать фантастику, это человек должен видеть все в другом измерении, Да. можно сказать. Ты не пробовал Понятно. очки снять? Может, это VR? Нет? Ну ладно. Поэтому это настолько богатое воображение. У нас было задание, да, им придумать какой-нибудь короткий рассказ, да, и вот Мгм. это. Когда Льюис его выполнял, настолько он вот этот мир, вот этот, да, вот этот Увлекся, фантастический, залетел, да, туда, вовнутрь. Там вот этот его герой стоял, у него так он его описывал, Описывает, да, мгм. что прям вот уже перед вами прям картина фильма создается. М. Вот прям Ага. как в фильме это все проходит. Вот, и получается, да, и когда есть такие задатки, да, когда есть такое воображение безграничное, почему бы как бы, да, не поддержать человека? И вот Бале. мы вот так работали. Очень книга царей, я думаю, она понравится очень. Каждый найдет в ней что-то, потому что там хорошая философия. ба шумо низ ташаккур мегӯем апай зебунисо воқеан ҳам тавонистед ин гуна ҷавонҳоро дастгирӣ кунед ва дар як роҳи муайян яъне ворид созед чунки ана ҳамин гуна нафарҳо вақте ки зиёд мешаванд насли наврас метавонад ки умед бандад ба шумо ва ба монанди шумо бар ин нафарон умед бандад ба хотири оне ки дили пурқатӣ метавонанд андешаҳои худашонро пешниҳод кунанд ба марази худи масалан нафароне ки китобхон ҳастанд барои китоб ё дар умум ин фикр мекунам баъзан мумкин аст ки аз қисмати худи эҷодкорое ки масалан суруд эҷод мекунанд ё ки дар ино ҳам ҷалб кардан дар кор ба хотири оне ки ҳамин муҳити эҷодие ки хеле ки гуфтанд ки мо ҳама одамои творчески яъне муҳити эҷодӣ пайдо шавад новбаса аз равияву аз тарзи гуфтугӯ ва ҳатто мо ҳамроҳи умед баъзе нақшаҳои дигар ҳам дорем дар радио ки да Конечно. қисмати боз ҳам рушд додани Топ-топ. сфераи радио. Зор. Слушайте, народ, у меня вот к вам вопрос тогда в связи с этим возникает, особенно, Луис, это к тебе больше, наверное, относится. По твоему мнению, почему фантастика в Таджикистане в современной литературе таджикской не развита? В чем прикол, как Мгм. говорят молодые люди? Заметила, да? Омолаживаюсь. Ну, мне Так вот. Ну, по мне, просто наши не пытались. Они думают, что, ай, мы никогда этого не делали, таджики так не делают, для нас это не принято. Потому что у меня друзей, которые тоже, у них очень развито вот это мышление в фантастическом направлении, да, скажем, Мгм. придумывать истории. Но они никогда не пытались это писать, или даже писали что-то, не было никого, кто бы поддержал их. Вот меня тоже очень сильно вот этот проект привлек. Я думал писать только немножко для себя, а потом, когда встретился с Апизу Зебунисо, с этим проектом, они, когда начали нас поддерживать, говорить, ой, у вас талант, это уже у меня такое, о, оказывается, можно так делать. Мгм. Ты смотри, а нужно-то всего лишь немножко. Просто сказать, что у человека есть талант. Бале. Да, уверенности не было. У тебя есть талант. О, спасибо. Ну что, нормально? Вдохновил? А, мотивировал? Все, завтра жду от тебя другую эту книгу какую-нибудь еще туда-сюда, там, не знаю. Фантастические ведущие.
Фантастические... Нет, там другое слово было. Да, я поняла уже, о чем ты. Поняла? Фантастические цари пусть будут, да, у него вот Цари. книга. Давай с ударением. Да, Цари. цари. Я сказала цари, ты меня не выслушал, но ладно. Это было тогда еще, 10 минут назад. Я хотела бы вопрос задать Рашиде. Вот когда вы обратились к Апизе Бонисо, вы к ней какими-то набросками своими пришли или был уже готовый полноценный материал? Я встретила Апизе Бонисо в American Space, там был Book Day, день книги, то есть все читатели, любители книг пришли, и я там с ним познакомилась, узнала, что это писатель. Я как бы до этого вообще была далека от этого всего, и я была, конечно, под впечатлением от нее, от ее энергетики, вот, и она поделилась, что у них есть проект, и попросила отправить ей отрывок из своей работы. И да, у меня был рассказ, я его отправила, и вроде она была... Что-то Вроде как-то бы не ты в уверен. восторге, да? Что-то как-то не уверен, Рашида, что-то как не уверен. Ну-ка давай Нет, она поувереннее. сказала, что ей понравилось. Ну вот давайте я уже сама Да, скажу. она лучше скажет. Ну, Вам получается, понравилось? у нас, да, Отлично. в принципе, работа, да. Работа нашей Рашиды, они мне понравились. Вы понимаете, в каждом из них есть своя вот эта искорка, которая, если при правильном подходе, да, при поддержке, если они будут ее как бы развивать, вот этот свой талант, вот это, то у каждого из них, у каждого участника этой программы большое будущее. Причем каждый из них пишет интересно в разных направлениях. Вот именно вот самое интересное, вот это разнообразие. То есть они Вот уникальны Да. да, в своем роде. Каждый уникален по-своему. И поэтому я рада, что как бы, да, вот эта идея пришла, и вот она была поддержана Институтом открытого общества. И мы смогли вот это реализовать. И когда я только начинала, все даже говорили, неужели найдутся те, которые пишут на русском и английском? Неужели ты вообще найдешь? Сможешь ли ты найти таких людей? Оказалось, что есть. Причем, когда мы объявили конкурс, объявили конкурс, они уже говорили, а почему в Худжанте вы не проводите, да? Или там в других районах. То есть уже как бы в Таджикистане есть такие таланты, просто надо с ними Толчок работать. дать, наверное, Ба. да? Нужно Да. поддержать как-то. азама хубияш ин аст ки ин кӯмаки шумо метавонад ки масалан ҳозир 6 нафар 6 направление ва дар баробари ин направление боз ино метавонанд касои дигарро дар оянда кӯмак кунанд то Да. ин ки тавониста бошанд ин Албатта. муҳит зиёдтар шавад. Это Слушайте, надо- ну, Да, Умид? конечно. Да. Английский, да, мой любимый язык. I love English very well. Very much. Я уже как преподаватель, редактор сразу корректирую. Правильно я Listen, считаю. да, в общем, давайте что-нибудь на английском. Хочется услышать. Рашида у нас пишет, по-моему, и на русском, и на английском языках. Да, А верно. вот Люис, я не знаю, ты на каком Только языке? на русском пишет. Только на Да-да-да. русском Базар пишешь? нет, брат, красавчик. Так понятно. вот, на английском, Рашида, что-нибудь нам, буквально вот несколько фраз, несколько строк. Ну, один абзац могу зачитать. Рассказ называется «Dialogue with a God». Диалог с Богом. Мгм. I know, really, you see, I know. Так. Camila. It means perfect from Arabic language, but now she's afraid of everything. Moved, walked, ate. Even when she was in the bed, she always asked for help and support. She was 90 years old. Last year, Camila lost her sight as a consequence of a unsuccessful surgery. She had shoulder-length gray hair covered by the scarf. Her big earrings were shining like brilliants. 2 rings were on the fingers. One was silver and the other emerald color. She was tall, status quo woman. When you look at her, you might notice her soft, noble features. My grandma looked like a superstar. Окей, а вот теперь let's go нам перевод и о чем это было. Ну, рассказ начинается с описания бабушки. Камила означает с арабского совершенная. А я думал, это имя. идеальная. Да, Ага, Камила так. это имя. Это имя, да? Совершенно идеальное. Да, Ясно, перевод. спасибо. Но сейчас ей уже 90 лет, и она не идеальна. Мгм. Она Мгм. потеряла зрение, и ей нужна все время как бы помощь и поддержка, передвигаться, кушать. Вот. И дальше уже история развивается чуть-чуть по-другому. Вот. Я не знаю, стоит рассказывать. Ну, расскажи, Смысл, знаешь я как? могу сказать идею. Поверхностно, да. Ну, идея в том, что как бы внучка этой бабушки за ней ухаживает, ночами не спит, и происходит такое физическая травма происходит, то есть она падает,
Мгм. И тут происходит у нее диалог с Богом. Мгм. То, что она начинает думать, что я парализована, может быть, или я умерла. Это бабушка Камила, да, Это которая? девочка. А, это внучка. девочка? Да, лирический герой. беҳтарин Мгм. беҳтарин ва акнун фикр мекунам ки мо ҳама як гардиш мекунем, рекламаро мешунем, баъд аз реклама мегузарем ба қисмати анам бозие ки мардум Да. интизор аст. Да. Сейчас будет небольшая рекламно-музыкальная, да. Далее, ну, морально подготовьтесь уже, потому что... Аҳа, оҳиста оҳиста. Да. До вас все это проходили, вы это пройдете, после вас все будут это проходить. Вы Новое это радио пройдете, такое, да. то есть это стопроцентная уверенность уже. Да. у лекин Мида. бисёр натарсед, он қадар вазни нест. А вот это уже мы узнаем после рекламы, да? Да. Тем не менее, нам, значит, Джахонгир 17847 пишет «Салам алейкум» из Санкт-Петербург, и Мустафа нам пишет «Манас, Канада, Шамуро, Мебинам». Спасибо большое. беҳтарин. Новое радио. Эх, вернулись мы, гуляй, душа моя свободная. Это новое радио, друзья. Напоминаем, это толк-шоу «Салам алейкум», официальный партнер толк-шоу «Салам алейкум», компания Z-Mobile, тарифный план Интихоп. Все, что тебе нужно, это просто интихопнуть и интихоп. Вот и все. Что мы делаем? Мы возвращаемся к нашим героям, которые сегодня у нас в студии зависают, чисто чилят, да. Эй, what's up? Значит, у нас сегодня Рашида и Луис, да. Я же все правильно говорю, да? Акцент нормальный, все правильно, ударение хорошее. Отлично, супер. Итак, заданица для вас. Оно несложное, на самом деле. Вот реально, оно несложное. Давайте... Сол, наушникоро ба бар кунанд ё ки лозим нест? Пока нет. Окей. Пока просто разогреем вас, разогреем. Значит, вы, да, товарищ Луис, как фантаст. Это же понятно, что вы любите фантастические фильмы, да, получается? Так точно. Так точно. Отлично, супер. Тогда вопрос будет таким. Да пребудет с тобой сила. Из какого фильма? «Властелин колец», что ли? «Садись 2». А я не смотрел «Звездные войны». Кто кстати. сказал «Звездные войны»? Везет вниз. Понял? Кто тут фантаст? Тренер. Учитель. Ладно, хорошо. Ну, может, начнем. Все, начнем. Разогрелись. Все, разогрелись. Хандиль, дай, пожалуйста, Мгм. наушники. Хоб, всё. балангу як аз шумо инаш? Хоб, инаш шумо Надевайте, бигирем. да, надевайте наушники, ребятки. Смотрите, какое дело. Все очень просто. Вы люди творческие, и нам нужно это всячески доказать нашему слушателю, да, что вы не подставные у нас утки, как говорится. Значит, ты фантаст, это понятно. Ты фантаст у нас, и это понятно. А вот Рашида у нас писатель новелл, да, коротких рассказов. Верно? Верно. Так вот, все очень просто. Сейчас мы смоделируем ситуацию, и вы должны будете на ходу сочинить нам фантастический короткий рассказ. Твоя задача добавлять фантастики, твоя задача, Рашида, делать этот рассказ, соответственно. Добавлять романтики. Да. Да, добавлять ненависти. Так, щепотка ненависти, чутка романтики. Сейчас вам будет поставлен фон, который вы будете слышать в наушниках. И, естественно, вживайтесь в роль. Рашида, с тебя рассказ. Луис, с тебя фантастика в этом рассказе. Давай продемонстрируем, да, Ганджина? Давай. С тебя рассказ, с меня фантастика. А тематику мы вам позже скажем. Как только, покажем, как это делается. Итак, погнали. Ганджина, Так, заводи рассказ. шарманку. Итак, 2054 год. Я еле проснулся. На улице было холодно. Да. Как только я открыла окно, Я я увидел заметила. трамвай на воздушной подушке. я поняла в этот момент, что ничего не Просто могу. так не дается. Даже микроволновка дает тебе только за то, что ты даешь ей электричество. А потом вдруг в дверь постучались. Я открываю, а там зубная паста. Я говорю ей: Хватит, «Привет!» хватит. Я больше не хочу тебя покупать. 2000 какой там год? Я уже не помню. Мы не пользуемся пастой. Я же говорила, не возвращайся. Я не верну тебе крышечку. Что-то в этом роде. Ну, понятно? Все очень легко, все очень просто. А тематика у вас будет совсем иная. У нас она была фристайловая, это примерно как это делается. Ваша тематика очень простая. Дело в том, что сегодня у нас с самого утра Кандиля заело, переклинило, и он только про свадьбы и говорит. Так вот, представьте себе 3049 год. Свадьба. Вот ваша тематика. Свадьба. Все? Прикинули? Подготовились? 3, 2, 1. Мы представляем, вы начинаете.
Погнали. Ей 17 лет, она выходит замуж. Но Одноглазая. Одноглазая. Вау. она не хочет выходить замуж, но ей приходится. На робота. Она надеется на робота, видимо. В день свадьбы она заболевает, у нее поднимается температура. И приходит маг, это робот тоже пытается исцелить, но ничего не получается. Она обречена на погибель. Она говорит матери: я не хочу замуж, но мать ей отказывает. Говорит: мы уже согласились. На тебя последняя надежда, ты должна спасти наше королевство. Она плачет. Не остается выбора. Либо свадьба, или же королевство упадет. Будет захвачено другим королем. Печально, но это жизнь. Выбора нет. Нужно только жениться, замуж. Окей, но в этом рассказе меня одно убивает, это что она обречена на погибель, и ей говорят: либо свадьба, либо королевство падет. Ну, по-моему, после свадьбы так и так королевство падет. Но она заболела только температурой, Да, самовнушение, она могла исцелиться. то есть... Если она захочет, понятно. она исцелится. Это осталось за кадром. То есть это психосоматика у нее, да, сыграла? О, какое ты получается? слово знаешь. Да. Откуда знаешь это слово, кстати? Психосоматика? Да. Было дело. Все с тобой понятно. Что-то ты от нас скрываешь. Ладно, а как бы вы назвали этот рассказ свой? Выбор без выбора. Выбор без выбора. Безвыборный выбор. Последний шанс. Последний шанс. О, Последний шанс на выбор. Последний шанс. Последний Но мне- выборочный шанс. А тут вообще были какие-то шансы, ребят? Бесконечная боль, Бесконечная боль? потому что она выходит замуж, у нее нет выбора. И Ага. это всегда будет как бы... А как же? Больно и А тяжело. как же помереть? жить с У вас одноглазым вообще-то... мужчиной. Это она вообще-то одноглазая была. Это у робота была бы больно всю жизнь, если чё. Это, наверное, Ну, была это- Лила из мультфильма «Футурама». Нет, Смотрели? вы сказали 3000 чем-то лет, там как там была война. мгм. Радиоактивный фон Да, поднялся, нет, да? Это когда это называется войны. Это было в которые- Чернобыле? Там весь мир превратился в Чернобыль, и люди начали меняться, там... Мутация, одноглазые да. Люди мутировать, Икс, да. Росомаха появился, да, там. Саблезубый. На уроках говорю, почему все... Ладно, Всех этот- Не Зибунисов. надо всех гробить, да, давайте что-нибудь позитивное. Дар барбарионеки охири барномаст, а? Да, ну, Да, Барбарионики. вот вы бы как назвали это произведение? Сложный выбор, Сложный выбор. да. Сложный выбор. Очень сложно. Сложно выбрать из того, что вы предложили все вместе тут. Ладно, слушайте, народ, на самом деле было весело, вы молодцы, справились, вы можете даже где-то Да. это записать, что-нибудь там, не знаю, выборочная свадьба, свадебный выбор, не знаю, что-то, свадебная боль. Что-то меня понесло на Интихобру, меминг. интиховку нет, да? Вот, Z-Mobile. вот, именно, интихобру, интихопку нет, Z-Mobile. Выбираете внутри сети бесплатно, на другие операторы тоже есть минутки. Да, кстати, вы записываете, а потом приобретайте. Значит, еще там что? Еще мегабайты и соцсети бесплатно, вот так вот. Плюс еще мессенджеры. Угу. Че, как вам фантастика, нормально? А это реальность. Вот это, уже реальность. реальность. Так вот, слушайте, народ, подходит к концу ток-шоу «Салам алейкум». Что? Вот есть что сказать? Посыл какой-то, вот месседж. Видела месседж? Месседж. Давай. Ребятки, вам слово. Ну, я хотел бы сказать всем тем, которые пишут, да, они не осознают свой талант, и так как никто их не поддерживает, хочу сказать, что вот сейчас вот разные проекты могут в Мгм. будущем, дальнейшем тоже быть. Мгм. Вот не отчаивайтесь, пишите всегда и идите за мечтой. Идите Бехтар. Не Идите. отчаивайтесь, Пишите, всегда да, пишите что? в директ. в дайрект, Вам пишите. когда-нибудь ответят. ответят. Рашида? Даже если бесконечно
режиссёри дигар дорем бо ном Умид Абдуллаев. Дигар вақте ки илҳомаш меояд меравад. Мо фикр мекунем ки биёед як аз Луис ҳам пурсем ки як каме ҳам бошад аз мегӯяд ки ман бисёр чизҳои калон менависам, аммо як кусок ба қавли дигар як қисмате аз ҳамон пешниҳоди мо карда бошад бисёр хуб мешавад дар охири барнома. Итак, Ну, это маленький такой абзац, но это не фантастика. Ну, это получается фантастика, но романтичная фантастика. Ну? Вся твоя жизнь, вся любовь, ненависть, память и боль — все это одно и то же. Все это один сон. Сон, который ты видел в запертой комнате. Сон о том, что ты был человеком. это про того самого робота, который... Да, все понятно. Сон, в котором ты был человеком. Хорошо. Слушайте, ребятки, ну, классный был эфир. Я думаю, что это классный проект, лично мое мнение. Должно быть побольше таких проектов, дабы развить молодежь и направить в правильном именно русле, чтобы все развивались, а не только снимали тиктоки. Хоп, Умид. Или чтобы не вели их. дар ин баробар ман мехостам аз дар охирин вақте ки ҳаст аз апаи зебунисо як чиз бипурсам. Апаи зебунисоро мо фақат гуфтем ки ташаккур барои яъне ҳамин гуна корро ташкил кардан, ҳамин гуна проектро пешниҳод кардан, аммо мо як бор напурсидем ки аз эҷодиёти апаи зебунисо ки бисёртар ба кадом жанр ҳавас доранд, бисёртар кадом жанрро масалан пешниҳод мекунанд, аз ин мепурсем. Пишу я в разных жанрах, но я поэт и писатель, и пишу малые рассказы, малую прозу. Направлений и басни пишу, и сказки пишу. Поэма «Панднаме» — это она основана на притчах. Есть приключенческий рассказ, есть приключенческое произведение, сказка «Приключения Фируза». Это вот о том, как подросток Фируз попадает в волшебный мир. Это тоже фантастика, так сказать. Волшебный мир и узнает о том, что вот о борьбе роботы добре женятся и на зла. одноглазых девушках. Нет, в моих рассказах нету роботов, там другое совершенно. Вот, но у каждого свое, да, как говорится, видение. Вот, но просто хочу зачитать, да, вот я и им говорила всегда, что как бы перо дано поэту свыше, ну и писателю. Ну или гусиное. Сердца, чтобы открывать ключом, чтобы душа могла услышать, найти ответ, дорогу, дом. Словами, строками стихов поэты могут вдохновить. Стихи острее 100 клинков, стихами можно и убить. Талант — ответственность поэта. Он как светильник дан с небес, чтобы открывать сердца навеки и раскрывать миры чудес. И когда тебе дают, ты должен... Он присвоил себе Режиссёр. фирменные маневры, да? За эти 3 дня. Не знаю, по-моему, ко всем стихам очень круто именно подходит Enigma, Sudden Spot One. Это самая крутая композиция из всех, эпических композиций, которые я вообще в жизни слышал. Под какой бы стих или под какое бы выражение лица ты это не поставил, у тебя автоматически вот это начинается, вот в голове что-то происходит, переклинивает, и ты такой переносишься куда-то туда, вот, в античные времена вот эти вот. И всегда это атмосферно. Добавляет атмосферу. Это точно. Вот. Ну, слушайте, желаю вам только удачи. Побольше материала качественного. Спасибо большое. Классного, крутого материала. И чтобы вы, естественно, в дальнейшем, да, смогли все-таки экранизировать хоть одно свое произведение. Очень-очень этого желаю. Спасибо большое, да. Тоже. Стремитесь. И у вас все получится. А с вами, друзья, были ток-шоу «Салам алейкум», Кандиль, Ганджина, дядюшка Умид, Апайзебо, Луис и Рашида. Все. Всем покедов. Оставайтесь на новом, если хотите знать очень много. Дарьяк Джаяги боят И в бигуем конце ки салам алейкум. Новое радио.